Так. Че, Жанатик? Поставил прямой эфир. Пригласим. Так. Пригласим. Ты голос убери, чтобы у тебя это было. Ну и все, наверное, хватит. Вот 28 человек в эфире. Так, 10 человек в эфире. Сегодня, наверное, мене бұл эфирде орысшасынан, қырғызшасынан суроо жоопко кыргызчасынан жооп берели. Мындай орысшасынан да кеткени оң болот го. Анткени биякта орус жарандар да бар. Бизди көрүп аткандар мына азыр орус жарандар да бар. Көбү түшүнбөйт болуш керек. Кыргыз эл бизге жакшыраак да, биз орусчаны жакшы түшүнөбүз, кыргызчаны жакшы түшүнөбүз, туурабы? Ошон үчүн мен ойлойм, бирок суроолор болсо, суроолорго биз экөөбүз кыргызча жооп берели. Кандай дейсиң? Туура дейсиң? Урматтуу Facebook колдончулар, силер каршы болбосуңар. Биз ушу эфирде, анткени мына азыр бизде эфирде карап атабыз, эфирибизде орус жарандар да бар, бөлөк орус тилмен сүйлөгөндөр көп экен. Ошон үчүн биз ушу эмени орусчасынан баштайбыз. Бирок эфирде суроолор болот. Сен эмени карап турсаң, поделиться этип, ошол жерде суроолор келсе, ошол суроолорго биз жооп бергендей бололу, бизге суроолор берилсе. Да, Замира СБ смотрит дейт. Эме жакшы эле угулуп атабы, Замира айтып коесузбу? Слышимость хорошая или не хорошая? Ошо эмени айтып койсоңуздар, слышимость. Жакшы эле угулуп атабы? Мына мен баштай берели, улушум боюнча. Мына бүгүн абдан чоң талкуу жүрүп атат. 17 жаштагы кыздын басконунан урдалып кетип, анан кийин өлүп калган кыз боюнча. Сейчас в обществе идет очень большой резонанс идет по 17-летней девушке, которую похитили из Барсковна, и потом изнасиловали и убили. И в этом подозревают 41-летнего таксиста, или кто он там. И на сегодняшний день это вызвало шквал возмущений, где даже наш президент Кыргызской республики Садыр Нуркожоевич взял это под особый контроль. Вот. Хорошо слышно, если улыбчата, на улыбчата. Вот. Под этот большой контроль. На сегодняшний день эта тема очень злободневная тема, потому что в последнее время участилось очень много случаев семейного насилия, насилия над детьми, даже вплоть до того, что убивали многих. Вот насколько мы с тобой занимались, и делом Айзерек занимались, и другими делами занимались, что за последние 3-4 года уже произошло более 6 убийств, правильно, молодых девушек и семейное насилие. Это на сегодняшний день это бич самой нашей системы. И в этом биче нашей системы очень тяжело все-таки жить, и каждый начинает опасаться за своего ребенка. Когда я услышал вот про смерть 17-летней девушки, прочитал внимательно, я сам пришел в ярость. Я просто хотел найти этого идиота и просто убить его. Но в связи с тем, что я юрист, я понимаю, что закон превыше всего, что есть такое понятие, как самосуд.
мы не должны, и мы должны все-таки выйти в рамки правового поля. И даже сегодня президент, я понимаю даже президента, и президент даже сегодня, скорее всего, тоже, он же тоже человек, и в порыве своего такого, наверное, гнева, тоже переживаний взял и сказал рассмотреть вопрос. Многие сейчас в соцсетях трактуют вопрос, что президент указал сделать смертную казнь. Нет, президент это не сказал. Президент сказал, что рассмотреть вопрос ужесточения наказания вплоть до смертной казни. И это поручил правовому отделу проработать этот вопрос. Но это мы оставим. Мы само по себе, наверное, начнем. Гульджит, наверное, ты начнешь. Если ты хочешь, можешь на русском говорить. Кыргызча сөйлесең болады. Біз барыз бұл жерден оқып атабыз. Мен ойлаймын, бұл өте чоң резонанстуу иш. Анткени экөөбүз мына көп иштерге катыштык. Ошол боюнча өзү да биз право оценкабызды берип койсок жакшы болот эле да. Туура айтасыз, Канат байке. Акыркы 10 жылдын ичинде көптөгөн кылмыштар катталды. Зомбулук боюнча, зордуктоо боюнча. Акыркы 5-6 жылда көптөгөн кыздарыбыз зомбулуктан, зордуктоодон каза тапты. Алар аттарын аташты эле керек эмес болуш керек. Бүгүн социалдык тармактарда ачык эле жазылышат, сүрөттөр менен чыгып атат, көрүп атасыз. Анан бүгүнкү күндө чынында эле социалдык тармакта көбүнчө жаштар аябай мындай оор абалда болуп атышат да, анткени алар коркуп атышат чынындачы. Эмне себептен мынчалык зомбулук көп болуп атат, эмне себептен аялдарга, балдарга жасалган мамиле эркектер тарабынан мындай болуп атат. Ошол көйгөйлөр чоң. Бул көйгөйлөр боюнча бизге дагы юристтерге, адвокаттарга аябай көп кайрылуулар келет. Керек болсо, мисалы, түндө чалышат да, Канат байке, түндө чалып, түнкү 2-3тө чалып, айымдар чалышат. Эмне болду десең, мени күйөөм уруп атат деп келип атат, балам экөөбүздү эшикке чыгарып берди деген чалуулар келет да. Анан мен сөзсүз түрдө айтам, милиция чакыргыла, милицияга арыз жазгыла десем, жок, мен милицияга ишенбейм, мен силерге ишенем деген сыяктуу кылат да. Бирок биз деген эми юристтер, адвокаттар бар. Биз укук коргоо орган эмеспиз да. Биз сөзсүз түрдө эле укук коргоо органдарына кайрылуу кеңешин беребиз. Алар келип өздөрүнүн ыкчам иштерин кылыш керек. Анан бүгүнкү күндө биздин оюбузча реалдуу өзгөрүүлөр киргизиш керек мыйзамдарга. Кандай өзгөрүүлөр? Бул укук коргоо органдарды, сот системасын реформа кылыш керек. Кандай реформалар? Биринчиден, бизде кылмыш жаза кодекси бар, кылмыш жаза процессуалдык кодекси бар. Ал жака өзгөрүүлөрдү киргизиш керек. Мисалы, кандай өзгөрүү? Эң биринчиден баштасак эле, айымдар, аялдар арыз жазганда бизде жазык процессуалдык кодекс боюнча арыз жазганда 10 күндүн ичинде каралат. Ал доследственная проверка деп коет. Тергөөгө чейинки текшерүү. Ал тергөөчүгө 10 күн убакыт берилет. Ал териштирип чыккангачы, ал баягы эменичи, ишти, арызды карап чыкканга 10 күн убакыт берилет. Ал анын укугу тергөөчү. 10 күндүн ичинде тилекке каршы көптөгөн мындай жаман окуялар болуп кетиши мүмкүн да. Алардын ичинде, мисалы, дагы жаңы кылмыш болуп кетиши мүмкүн, ыкчам издөөлөр болбой калышы мүмкүн, алар өлүмгө алып келиши мүмкүн. Анан ошол эле маалда, мисалы, соц тармактарда да айтылып атпайбы, 3 күндөн кийин келгиле деп айтты депчи. Алардын баардыгы мисалы туура эле мыйзамда көрсөтүлгөн да, 3 күндө эмес 10 күн убакыт берилет. Арызды териштирип чыккангачы. Ошондуктан биз ойлойбуз, ошол жазык процессуалдык кодекске ошол кылмыш иштер боюнча кээ бирки, ошол үй бүлөлүк зомбулук, зордуктоо, ошол эле мисалы адам өлтүрүү кылмыштар боюнча арыз жазылса, ага 10 күн убакыт бербей, сөзсүз түрдө ошол эле күнү текшерүүнү башташ керек да. Ошондо ыкчам иштери, тергөө амалдары бат жүрөт. Ошондо кылмыш иштери дагы ачылганга шарт түзүлөт. Ошондуктан бул сөзсүз түрдө жазык процессуалдык кодекске өзгөрүү киргизиш керек. Экинчи маселе бул биздин сот процесстери. Өзүңүз деле байкасаңыз, ушул резонанстуу иштердин баардыгы
баардыгы бир 90%, 95% десек менен өтүп кетти да, жабык болду сот процесстери. Ал сот процесстерин эч ким көргөн жок, эч ким кабар алган жок, кандай өтүп атканын да түшүнгөн жок. Биринчи сотко өткөнүн элдер угушат, ишти, анан кийин соттун өкүмү чыкканын угушат, туурабы? Бирок ошол эле Казакстанда байкадыңыздар, Бишимбаевдин иши ачык каралган, туурабы? Бишимбаевдин иши ачык каралып, ал жакта мыйзамдуулук сакталган, ал жакта негиздүүлүк бүт бардыгы, мисалы, мыйзам чегинде болгон да, процессуалдык нормалар негизинде. Бизде тилекке каршы ошол биз элдер ошо сот процесси башталганын угат, анан өкүм чыкканын угат. Ошондуктан сот процесстери ушул жазык процессуалдык кодекске соттор ачык өтүү, ушул беренелер боюнча зомбулук, жанагы эле үй бүлөлүк зомбулук, адам өлтүрүү, ушулар иштер боюнча сөзсүз түрдө ачык сот процесстери болуш керек. Аны биз мыйзамга киргизишибиз керек да. Жогорку кеңеш, президент негизи эле ким мыйзам инициатива кыла алса, ошол чыгарыш керек деп ойлойбуз да. Анткени сот ачык процесс болсо, сот ачык болгондо ар дайым элдер көрөт да, кандай жоопкерчилик көрсөтүлгөн, кандай жакыныраак олтургулачы дейт, угулбай дейт. Сот процесси ачык өтсө, кылмышкерлер дагы, башка кылмышкерлер дагы эгерде зомбулук көрсөтөм деп ойлоп атса, алар мындай аң сезимине ой келет да. Бул мисалы психологиялык фактор. Бул мисалы өмүр бою эркинен ажырады. Бул мисалы 30 жыл алды, бул 40 жыл алды, же 20 жыл алды деп туруп, кылмышкерлердин дагы жоопкерчилиги мындай көтөрүлөт да, коркуу сезими пайда болот. Ошондуктан биз ойлойбуз, ушу сот процесстер ачык өтүш керек. Ошону мыйзам түрүндө киргизиш керек. Андан тышкары дагы үчүнчү сунуш бул алдын алуу, кылмыштарды алдын алуу. Тилекке каршы бүгүнкү күндө мисалы көп эле кылмыштар боюнча алдын алуу жакшы жүрбөй атат да. Аны бүт эле эксперттер айтып атат. Ошол эле мисалы зомбулуктан жабыр тарткандар арыз менен кайрылса каралбай калып атат, жана башка факторлор да. Ошондуктан кылмыш жаза кодекске алдын алуу деген беренени киргизиш керек да, терминди. Профилактический. Анткени бизде азыркы кылмыш жаза кодексте андай жок да берене. Эгерде ошол беренени киргизсе, анда укук коргоо органдары аны колдонуп башташат жашоодо. Мен кичине мындай толуктап кетейин орусчасынан, анткени бияктан да суранып атышат, орусчасынан деп айтып кеткиле деп атат. Само по себе убийство 17-летней девушки это вызвало большой резонанс. Также вызывало резонанс оставшихся тех девушек, 6 девушек, которые за последние 6 лет, за последние 3-4 года умерли. Их, которых убили. Но это только те факты, которые мы знаем, которые дошли до официальности. А есть же многие факты, которые скрыли, которые договорились, которые с кем-то родители договорились. Ну, так случилось. И вот в связи с этим многие вещи скрываются. Но проблема на сегодняшний день заключается не в том, чтобы раскрывать эти преступления и наказать этих виновных лиц. Само по себе должно быть упреждение этого преступления. Например, в каждом акимиате есть социальные службы. В каждом акимиате каждого района есть специальные службы, которые специально созданы. Они почему не работают? Они в любом случае делают дворовые обходы, они заходят там. Это социальная служба. Они смотрят за детьми, за женами. Они же могут там увидеть какие-нибудь последствия там, семейного насилия. Могут там фингал под глазом или еще что-нибудь такое и сообщить это участковым инспекторам. Но вопрос, дело-то даже не в этом, даже есть социальные службы, вот они не работают практически, это один момент. Второй момент, это действительно упущение нашего законодательства, где, согласно поданного заявления, дается 10 дней на перепроверку установления фактов данного преступления. Эта норма, может быть, можно эту норму применять по таким категориям, как там мошенничество, по категориям по категориям краж, мошенничество или еще каких-либо имущественных категорий, то 10-дневный срок.
Мы считаем, что в Уголовно-процессуальный кодекс обязательно надо внести нормы, именно что касается убийств, семейного насилия, моментальное исполнение. Это надо, законодатель это должен был прописать. Законодатель обязан был это предусмотреть и прописать эту норму. Я правильно же говорю? Да, да. Потому что законодатель, если он прописал бы эту норму, что при поступлении заявления о пропаже ребенка, о пропаже девушки, о пропаже там это, или же семейного, носить непосредственно, уже тут же надо оперативно, дежурная часть какой-либо РОВД, она оперативно должна быть, выходить на это. Но дело в том, что мы сами на сегодняшний день все видим, что творится с нашей милицией. Само по себе я вот в 2011 году еще вносил в Джоорхо Кенеш через Ченва Акунча. Я тогда еще говорил, что МВД уже устарел как институт. Потому что МВД надо расформировать. Все начинается. Мы все потом говорим, начинаем о суде. Судьи виноват, судьи виноват. Но давайте начинать именно с самого начала. Начало с того, что с момента возбуждения уголовного дела, с момента расследования этого уголовного дела. Потому что МВД, на сегодняшний день МВД просто превратилась в неповоротливую машину. И в своем законопроекте, который я еще в 2011 году вносил, я говорил расформировать структуру МВД, следствие полностью создать как отдельный институт, оперативно-криминалистическую деятельность отдельно, полки ДПС, охрана, то все это отдать муниципальным. Если бы это было бы, то в любом случае на это быстро бы, сразу бы реагировали. Ну, и это я ушел уже в части законопроекта. И в части законопроекта именно надо вносить именно норму того, что моментального реагирования на заявление о пропаже, я повторюсь, о пропаже, об убийствах. Потому что данное заявление не требует. А то у нас на сегодняшний день получается такая ситуация. Поступает заявление в дежурную часть. Поступило заявление в дежурную часть вечером. Вот. До утра это заявление держится у дежурной части, потом начальник дежурной части утром заходит с докладом начальнику РОВД. Начальник РОВД это заявление говорит, вот эти заявления поступили, то-то, то-то, то-то. Показывает книгу учета преступлений ЖУИ и по вот этому книге говорит, вот такое. И он тогда, начальник, начинает это и начинает отписывать. Он отписывает еще полдня. Через полдня он отписывает курирующему заму по данному преступлению. Курирующему заму поступает на следующий день. После поступления на следующий день курирующий зам опять рассматривает это заявление, передает начальнику следственного отдела. Начальник следственного отдела получает, потом передает следователю. Следователь получает следователь получает данное заявление и не знает, что с ним делать. И тогда он просто выносит постановление или же ставит это и выдает требования. Вот таких, по такому-то адресу найти. Все, оперативнику уходит. Когда это постановление уходит в оперативную часть, оперативная часть опять получается, начальнику приходит оперативная часть. Потом начальник оперативной части посылает рангом ниже, потом только оперативнику, и только оперативник, потом только начинает. Итого происходит такое большое количество дней, при котором уже за этот период совершились уже разбой и убийства. Я попрошу вас всех, сделайте перепосты, чтобы людей было больше, доступно всем. Перепосты сделайте, пожалуйста. И поэтому вот в этой части мы теряем дни. А за это время уже человек умирает, человека убивают. Теперь, что касается строгости наказания. Строгости наказания, да, ужесточить данное наказание надо. Но есть необратимость наказания. Суровость закона, она не означает необратимость наказания. Дело в том, что если мы сейчас ужесточаем закон, то человек, совершивший преступление, то есть человек взял и убил, изнасиловал девушку, и зная, что у него будет, к примеру, смертная казнь завтра, то он в любом случае, у него появляется шанс, он пойдет и убьет, понимаете? Вот это очень плохо. Поэтому здесь правовой отдел должен очень правильно расценить все моменты. Садыр Нуркожоевич, как президент, он правильно сказал.
Он очень хорошо сказал, что ужесточить наказание в этой части. И поручил это правовому отделу. Правовой отдел должен сейчас доработать. Мы должны ждать от правового отдела. Но правовому отделу мы хотели бы сказать, вам надо изучить обстоятельства этих дел. И обязательным пунктом, когда пойдете докладывать президенту о том, что можно вот такой законопроект в этой части ужесточить и вынести в Жогорку Кенеш, то вы должны непосредственно брать и то, что надо работать на упреждение самого преступления. Существует очень много служб, и в МВД службы существуют, и в акимятах службы существуют. Мы должны были упреждать это преступление. 17-летняя девочка, она же не знала. А этот оказался 40-летний, который уже до этого случая, он отсидел срок или был привлечен к тому, что за сексуальное, опять-таки, домогательство. И он ездит на машине. Раньше, если вы помните, раньше существовала очень такая норма, чтобы получить права, мы обязательно должны были идти у психиатра брать. У психиатра форма 086, мы должны были получить у психиатра, должны были получить справку. Или в этой части можно было ужесточить. Те люди, которые отбыли сроки наказания за такие преступления, должны быть и на особом контроле, на особом учете. Ведь существует служба участковых инспекторов. И они живут там. Он же тоже мог. Можно же было упредить это преступление. Или нельзя, но это просто... Да, это просто... По большому счету, я считаю, это в этой части, во всех этих преступлениях, это халатное отношение самих работников, которые не работали над упреждением самого этого преступления. Турао? Турао, толмен колдоймсты. Я вот тоже на русском скажу, да, вот, например, недавно было дело, да, помните, когда свекр изнасиловал свою невесту, да? Вот, в данном деле самое интересное, когда вот на ток-шоу обсуждали данное дело, там вот молодой парень с женой говорят о том, что они обращались в милицию. Но почему-то им сказали, что это нормально, ну, с их слов, да, то, что заявления не будут принимать и вообще данное дело не будут рассматривать, это семейный вопрос. Тогда вот парень говорит то, что вот я уехал домой и смирился с тем, что, ну, видимо, нельзя, да, что закон не позволяет. И тогда он конкретно говорит о том, что этот парень молодой же не знает своих прав. И говорит, я подумал, что действительно нельзя привлечь своего отца за то, что он совершал, ну, якобы с его слов, насилие в отношении его жены. Вот. И далее вот, его жена утверждает, что на протяжении 2 с чем-то лет, на протяжении последнего года именно свекор насиловал ее. Но, как оказалось, вот, ввиду того, что она как бы вовремя заявление не написала, не обратилась, там, соответствующая экспертиза не прошла, сейчас, насколько я понял, следствию тяжело доказать то, что было в отношении нее изнасилование. Вот. А привлекли его по даче взятки. Оказывается, пытался подкупить следователя для того, чтобы, ну, так сказать, прекратить уголовное дело, если с этим его привлекли. Но вопрос в другом. Вопрос, видите, в чем? В том, что у нас нужно внести такие законы, которые будут позволять, не то что позволять, а обязывать сотрудников правоохранительных органов моментально реагировать. То есть вот в Европе, в Штатах, да, допустим, там даже когда жертва насилия приходит в полицейский участок или даже звонит, да, ну 102 у них, 911, когда они звонят, они даже по голосу определяют. То есть если ты позвонил и молчишь долгое время, да, или подаешь какие-то сигналы, то это означает, что уже насилие происходит, что, возможно, рядом стоит насильник и, возможно, он может совершить какое-то преступление. И они сразу выезжают. То есть у нас должен быть такой звонок, да, что именно насилие в отношении женщин, детей, когда поступают такие заявления, они должны моментально рассматриваться, оперативно. То есть
Есть заявление, все, сразу нужно выходить, сразу нужно оперативно-розыскные мероприятия проводить, следственные мероприятия проводить, и тогда будет результат. Вот. Ну вот как раз к этому моменту я, конечно, добавлю, вот он нас уже глючит. Конечно, вот этого негодяя, который убил, и те, которые ребята убили своих девушек, жен, то этим негодяям, если их вина доказана, закон должен быть суров. И суров быть должен до такой степени, что они знали, что в этой жизни только они не имели права этого делать. Но хотелось бы еще один момент заметить, что некоторые, вот как и мой коллега сказал, есть некоторые случаи, это из практики моей адвокатской деятельности, я участвовал в таких 2-3 процессах, когда девушки или же обиженная жена, либо обиженный кто-то, они специально делали такую провокацию и обращались с заявлением в милицию, и за счет этого пользовались и вымогали денежные средства. Такой момент тоже есть. Тоже есть такой момент. Поэтому этот момент тоже нельзя. Потому что есть, и к таким надо ужесточать меры наказания. Поэтому это очень тонкая грань. Это преступление, которое было совершено, это изнасилование детей. То есть все это тонкая грань. В этой грани должны быть изучены все тонкости каждого дела. Здесь не должна быть только одна экспертиза. Там должно быть несколько экспертиз. Там должно быть право на защиту, право на юридические условия, право на адвоката. На сегодняшний день, вот коллега не даст соврать, нам иногда с боем приходится защищать своих клиентов и заходить с боем, чтобы присутствовать при каких-либо следственных мероприятиях. И это тоже очень сильно влияет на то, чтобы была чистота следствия. Что касается смертной казни, еще раз повторюсь, что там уже в соцсетях начали прям сильно раскачивать тем, что Садыров, президент Крымской республики Джапаров, дал указание ввести смертную казнь. Он так не сказал, еще раз повторюсь, но он сказал, что он дал команду изучить, ужесточить наказание вплоть до смертного приговора. Но вопрос в смертном приговоре — это тоже тонкая грань, потому что при нашем следствии, мы вот каждый день сталкиваемся с следствием, некоторые бездарные следователи, тут невозможно доказать. Там сидишь, доказываешь ему, что это неправильно, что это так, ты неправильно делаешь, надо по закону делать. То бездарное наше следствие, я не скажу, что все следователи бездарны, но есть многие, которые даже не понимают уголовный кодекс, которые просто тупо закончили где-то какой-то вуз, стали следователями, потому что идет нехватка следователей в районных отделах. Они даже не знают, что такое состав преступления, и просто берут и тупо работают. И вот когда есть такое следствие, непредвзятость в этом следствии, а также наши коррумпированные суды, следователи наши, коррумпированные суды, надзорные органы иногда тоже подмахивают под это очень сильно, думая, что следователь что-то взял. При этом рассматривать возможности применения смертной казни еще рановато. Это надо изучить. Это надо сначала провести чистоту следствия, качество и чистоту следствия. Мы должны научить следствие. Мы должны всегда под контролем держать следствие и научить следствие качеству и честности данного. Потом при рассмотрении уголовных дел, как мой коллега сказал, это должны быть такие резонансные дела, там должны быть открыты. Буквально, вот, когда я еще имел возможности участвовать в судебных процессах, был один процесс тоже очень интересный. Я просил открытого процесса, чтобы запустили, и просто этот процесс шел. Но процесс этот не дали. Сказали, ведется аудиосъемка.
Некоторые судьи боятся того, чтобы показывать свое лицо или еще что-то. Они говорят, все, аудиосъемка идет и все, нельзя. Вот такие резонансные преступления надо именно в прямом эфире, в открыто, в прямом эфире мы должны доказывать виновность и невиновность. А чтобы определить смертную казнь, судья один не должен решать. Судья не может решить один применение смертной казни. В обязательном порядке должны быть судебные заседатели, народные заседатели. Вот обязательно должен быть этот институт работать. Поэтому здесь очень много работы в этой части. И в этой части, если мы будем в этой части работать по усовершенствованию ПК и УК, мы не должны забывать, что усовершенствуя и ужесточая наказание уголовного преступления, мы забываем о упреждении этого. Почему в акиматах существуют социальные службы? При каждом акимате существуют социальные службы. Есть службы по охране материнства и детства. Есть такие службы. Они почему не работают? Почему они не ходят? В МВД почему участковые инспектора просто ходят и смотрят, где, что там можно где-то наживиться? Ну, ребят, это надо быть... Вы, если бы работали, вы могли бы предотвратить многие преступления. Поэтому вот в этой части мы считаем, что данное убийство и данные такие убийства можно было взять на упреждение. И, может быть, если взяли на упреждение, если мы знали бы, что этот насильник, что его за ним следят, или может он побоялся бы этого преступления. Про вопрос смертной казни. Вот сегодня новость вышла же, что Садыр Нургожевич Жапаров предлагает внести смертную казнь как наказание. Нет, он немножко не так сказал, и просто неправильную интерпретацию там многие дали. Да. Он сказал, правовому отделу Укушеву Марату он дает задание ужесточить наказание, изучить рассмотрение данного вопроса, ужесточить наказание вплоть до смертного приговора. Ну, вообще, я поддерживаю мысль президента. Я тоже поддерживаю. В части того, что почему бы нет, можно внести смертную казнь, да, но юридически это будет сложно по следующим основаниям. Да. Первое, ну да, это Конституция. Да, в Конституции в 25-й статье заложено, что... Венская конвенция, там все есть. Да, о том, что смертная казнь запрещается, и, соответственно, нужно будет вводить изменения в Конституцию. Это, опять же, Жогорку Кеңеш должен дать согласие, потом нужно проводить референдум. То есть, по сути, в конечном итоге люди будут голосовать, да, за изменение Конституции, правильно? В части введения смертной казни. Ну, смотри, если даже введение смертной казни, у нас смертная казнь заменена пожизненным лишением свободы. В принципе, преступление данной статьи, убийство этой 17-летней девушки, если его вина полностью будет доказана, у него так и так идет пожизненное лишение свободы. Да. У него так и так пожизненно. Это равносильно смертной казни. Вот как Конфуций сказал, ожидание смерти хуже самой смерти. Чем пожизненно сидеть где-то там, лучше бы застрелили бы и закопали бы. Да? Это тоже есть. Поэтому в части ужесточения данной нормы, эта ужесточенная норма уже существует в нашем законодательстве. За такое, за изнасилование, потом за сокрытие преступления. Видите, здесь изнасилование один состав преступления идет. А сокрытие преступления это уже второй состав. Убийство, преднамеренное убийство это уже третий состав. Это пожизненное лишение свободы. Но этим тоже надо очень тонко. Это очень тонкая грань здесь. Надо очень тонко работать и изучать все моменты. Если мы не будем изучать все моменты, то мы можем осудить невиновных лиц. К примеру, тоже из моей практики. Один молодой парень с 2011 года сидит в тюрьме за то преступление, которое он не совершал. Он ростом 1,50 м, другой национальности. Показания в материалах дела есть показания, что через ворота, через забор перешагивал мужчина европейской национальности 2-метрового роста. Но дело в том, что этого пацана, соседа, обвинили в этом убийстве, в тройном убийстве.
И он сидит уже столько лет. И старается доказать свою правоту и говорит. Поэтому здесь правовому отделу надо изучить и сделать в первую очередь обобщение судебной практики. После обобщения судебной практики все-таки я бы советовал председателю Верховного суда, уважаемый Медер, вы просто последний раз, когда проводили пленум Верховного суда, вы на пленуме Верховного суда должны постатейно разбирать каждую статью и давать ему комментарий. Потому что постановление пленума Верховного суда, согласно нынешней действующей конституции, она обязательно для всех судов и правоохранительных органов. Но ваши постановления пленумов Верховного суда, они говорят об этике поведения судьи. Вы бы лучше вот такие вопросы рассматривали на пленуме. Рассматривать вот эти вопросы, чтобы было единообразие судебной практики, чтобы невиновные лица не попали в тюрьму, а виновные нашлись. Я сам на себе это испытал, если вы помните, когда просто обвинили в том, что не делал. Мы же это все прошли тоже сами на себе. Поэтому это очень много таких моментов. И это прежде всего начинать надо не с реформы самой судебной системы. Надо начинать с реформы первоначального дознания. С дознания, следствия, надзор и потом только суд. Это целый, судебная реформа, это целый комплекс мероприятий. Это не является просто... Вот такие. Если есть какие-то вопросы, мы можем ответить. Барукен, қандай вопрос-то Барукен? Зордук, зомбулук көп болуп жатат. Эркек тараптан сабалган аялдар деле көп жеңил жаракат. Вот ушул жерден да мен айтып берейин. Мына могул жерде мен көп биздин эркектерге да айтып кетип элем. Эркектер, силер аял алсаңар эле ошол аялдын кожоюну болуп каласыңар да. Мына азыр юридикалык баа бербей эле мындай эле адамгерчилик катары, адам катары сүйлөйүн. Силер олтуруп алып туруп, аны өзүңөрдүн менчигиңер деп ойлойсуңар. Алар деле бирөөнүн кызы, ал деле бирөөнүн баласы. Силер ошону келип алып туруп менчиктештирип аласыңар да. Анан олтуруп алып туруп өзүңөрдү байманап сезип туруп, ошолорду катын тыгын жаса, муну жаса деп туруп мондой зомбулукка барасыңар. Ошол башын баштайт. Ошол баштагандан кийин силер өзүңөр унутуп каласыңар. Силердин өзүңөрдүн карындашыңар бар. Силердин өзүңөрдүн кыздарыңар бар. Силер ошолорду ойлобойсуңар. Анан олтуруп алып туруп, ошондой эле болуп баратса, жакпай баратса, ажырашып кет. Барып өзүңө жаккан аялыңды таап алгын. Эмнеге аны сабайсың? Эмнеге аны өлтүрөсүң? Эмне себептен? Мыйзам жол берет, ажырашып кет. Аны сабап, өлтүрүп эмне кыласың? Да, кыргыздар, жигиттер, эркектик мындай намысыңарды жоготуп бартасыңар көбүңөр. Эркек болгондон кийин ошондой эле аялыңарга жиниңер келсе течирге барып дүмүңөр менен коркуткула. Тияка чыгып кеткиле. Эртеңки күнү кайра кечиримдүү болгула бири-бириңерге. Туура жооп бердиң да? Ооба. Соттор ачык өтүш керек дейт, толугу менен кошулабыз. Соттор ачык өтүш керек. Ошону биз суранып атабыз, туурабы? Ошол келе жат азыр шайлоо болот эмеспи, жогорку кеңешке. Ошо келе жаткан шайлоо жөнүндө сүйлөп эле коелу. Жок, анткени азыр мени өзү обвинять этип баштаса колкой. Негизи эле ошол талапкерлер ушул маселелерди көтөрсө, ошол мыйзамдарды киргизсе да, ошо ачык сот өтүү процесстерин, ошо жазык процесстик кодекске киргизип койсо эле ачык өтөт ал сотторчу. Анткени тараптар өтүнүч берет, ходатайство берет, ачык өткөргүлө деп. А мыйзамда жазылуу болсо, алар болсо будут вынуждены проводить активность. Жанат, бул деле бүгүнкү күнү бар. Бизде мыйзамда бар. Мыйзамда бар, но они же не разрешают же судьи. Ошолдо болот атпайбы? Мыйзамда муну киргизген. Если бир тарап ходатайство берсе, сот ачык өтсүн десе, видеосъемка, аудио, видеосъемка деген бул биякта мыйзамда бар. Бирок кептин баары ошол соттордун өзүндө болуп атпайбы? Соттор туруп алып туруп уруксат бербей коет да. Жок, аудиосъемка бар, болду деп коет да, болду.
Бирок ошону сен азыр туура айтып атасың да. Буларды обязательном порядке деп туруп указание берсе, аны деген мыйзамга, референдумга киргизиштин деле кажети жок. Аны деген жогорку кеңештин деле кажети жок, аны мыйзамдын. Муну деген жогорку соттун пленуму бар. Жогорку сотто пленумда ошону карап туруп, по категории вот таких-то дел обязательно применение прямого эфира деп койсо болот. Туура? Андай деле болот. Андай деле болот. Муну деген эмеге жазык процессуалдык кодекске киргизип койсо болчу. Жазык процессуалдык, жазык. Ал уже как мыйзам катары болуп мындай жакшы болуп. Тогда муну бул жок. Муну деген тогда ошол бар статьяны ужесточать этип коюш керек, да? Что обязательно по таким категориям дел обязательное применение видеофиксации в прямого эфира, деш керек, да? Прямого эфира. Не видеозаписи, а прямого эфира. Ошондо адам баласы өз нааразылык. Мен ойлойм, азыркы биздин эфирибизде азыр правовой отдел карап аткандар, эми Марат Байке Укушев өтө мындай Кыргызстанда белгилүү юрист, заслуженный юрист. Ал деле азыр бул эфирди карап атса керек. Эми теория жагынан Марат Байке абдан кыйын адам, практика жагынан биз айтып берсек, теория жагынан ошону баралаштырып келсе, бул абдан туура болот эле. И ушул бир норманы жогорку соттун пленумуна айтып, же законодательно сен айткандай тиги ошол эле статьяны разрешение видео фотосъемканы ужесточать этип койсо, ошону көбөйтүп койсо, бул абдан жакшы нерсе болмок да, туура болмок да, сен айткандай. Светлана Пчелицева, наша коллега, пишет: главное сделать безопасную жизнь для всего общества, немедленное реагирование, следствие нужно отделить в отдельное ведомство. Вот, Светлана, мы с вами, если вы помните, мы с вами об этом разговаривали еще с 2010 года, мы с вами это обсуждали. Мы с вами это обсуждали, и мы говорили, мы всегда говорили, что следствие должно быть отделено от оперативной работы и оперативной работы. Создание единого следственного комитета — это было бы очень хорошая вещь. Почему? Потому что Следственный комитет не будет зависеть от начальника РОВД, он не будет зависеть от оперативника, он просто дал и все. Оперативника, оперативную службу мы должны убрать уже, уйти с того, что есть такая оперативная служба. Надо просто криминальную полицию или криминальную милицию. Криминальная милиция сразу должна выезжать, сразу должна реагировать на раскрытие этих преступлений. А чтобы мы получили раскрытие преступлений, то вот эти полка охраны, дежурную часть, это надо выводить полностью из-под МВД и передавать местным властям. Но этот законопроект очень Только долгий. что увидела ужасное видео, снятое сегодня в одной из школ страны. Мальчик лет 14-15 лет избил девочку прямо в классе. Вот пинал ее ногой. Вот эта проблема тоже актуальная проблема. Потому что вот был такой кейс примерно 6 месяцев назад. Одна девочка тоже в Бишкеке в школе умерла от того, что ее одноклассник ударил тоже сильно. Он просто вот в район груди ударил кулаком, и она умерла. И вот сейчас в школах вот этот вот буллинг, да, вот эти проблемы, насилие, то, что появляется в школах, вот это тоже очень большая проблема сейчас, к сожалению. И в отношении несовершеннолетних вы же знаете, что закон очень мягкий, и там практически привлечь несовершеннолетних очень сложно, потому что они все как неосторожные преступления квалифицируются, да, вот эти все. Но вот в данном случае, если прямо вот мальчик избивал, нужно писать заявление, правильно, чтобы следователь уже вел дело, назначал экспертизы, вызывал, проводил следственные действия и так далее. Вот здесь я тогда добавлю. Всегда есть в органах МВД есть специальное управление, подразделение МВД, это инспекция по делам несовершеннолетних, ИДН. Да. Вот. Раньше буквально в Советском Союзе, постсоветские, но в последние 5-6 лет я не вижу. При каждой школе практически кабинеты ИДН были.
При каждой школе были сейчас кабинеты есть. ИДН. Сейчас Есть, да? да. Я просто, у меня уже дети взрослые, кабинеты ИДН были. И вот в этих кабинетах ИДН сидел обязательно какой-нибудь инспектор, который курировал непосредственно какую-либо школу. Но на сегодняшний день, я когда смотрю статистику, я не видел, чтобы какой-нибудь инспектор ИДН вытащил проблему детского насилия в школе. Это один момент. Это, я же говорю, это очень слабая, неслаженная работа самих вот этих структур ИДН. Да. Министру внутренних дел Улану стоило бы посмотреть все подразделения, свои подразделения, которые непосредственно занимаются вот именно детским насилием или еще. Теперь, что касается самого детского насилия. Мы сейчас начинаем говорить о детском насилии, мы начинаем осуждать, мы начинаем говорить. Но в то же время мы начинаем материть тех учителей, которые каким-то образом либо за ухо ущипнут, либо там пойдут по руке стукнут. Мы сразу начинаем: вы что делаете, это мой ребенок. А вопрос к родителям: вы своих детей можете научить тому, чтобы уважать старших, уважать девушек? А вы этого не делаете, потому что на сегодняшний день, конечно, это вся цифровизация, это вся интернет, он кишит всякими вот этими буллетами. Психологически ребенок портится. Все вы разрешаете смотреть какие-нибудь триллеры, где вот сам. И из-за вот этого все вот это происходит. Займитесь в первую очередь воспитанием своих детей. Воспитанием детей, уважением детей. Формирование вашего ребенка зависит от именно вас. Научите уважать учителей, научите уважать уборщиц, научите уважать, кто собирает мусор. И их научите работать. Научите работать, уважать других. Но вы же этому не учите. Вы сами этому не учите. И потом мы получаем вот такие вот, они берут, избивают себя, потому что у них нет ответственности. Да, завтра папа, мама там придут, меня отмажут, еще и накажут учителя. И вот когда мы начинаем осуждать учителей, которые по рукам бьют, а вы вспомните Советский Союз, помните, как нас учили, не дай бог мы учителю что-то скажем, или же ударим какую-нибудь девочку, нас указкой по рукам били. Это воспитательные цели были. Я считаю, что это правильно. Вызвать инспектора ИДН, показать, запротоколировать, отдать родителям и сказать: вы что делаете? Поэтому вот в этой части тоже это очень тонкий вопрос, и он требует очень больших юридических таких вмешательств в разрешение этого дела. Вот насчет детского насилия, да, я тоже хочу добавить. Вот в школах есть психологи, знаете же, психологи работают, в каждой школе есть один сотрудник ИДН и один психолог. Но, к сожалению, вот сотрудники ИДН мало рассказывают о том, что будет со школьниками, с детьми, если они совершат преступление. Вот есть хорошие социальные ролики, да, вот сейчас журналисты снимают, которые освещаются в национальных телекомпаниях, там, ЛТР, КТР снимали видео, я видел пару видео, там показывают о том, как живут несовершеннолетние в колониях. Вот, они берут у них интервью, они отвечают о том, что там лучше сюда не попадать, это самое такое плохое место и так далее. Я думаю, что вот именно инспектора по делам несовершеннолетних, они должны больше показывать вот этих видео школьникам, что если школьники несовершеннолетние будут совершать преступления, то что могут быть последствия. И, к сожалению, многие школьники не задумываются о том, что есть ответственность. Они думают, что вот я ударю, или там заберу телефон, или там какое-то преступление совершу, и мне за это ничего не будет. Вот эта проблема очень актуальна. И вот психологи тоже говорят о том, что, к сожалению, родители сами как бы одобряют жестокость. То есть, если кто-то кого-то ударит, мушташтыңбы, тура кылдың, жакшы, молодец депчи, ошондо токтотуш керек деп айтып атышат да, ошо психологдор. Ошондой эле соцпедагоги, к сожалению, у них
зарплаты низкие, соцпедагоги. Они не успевают, много же детей. Вот, допустим, в одном районе сколько детей есть, и каждого мониторить, чтобы защищать его права со стороны государства, тоже тяжело. Поэтому нужно подумать об увеличении их штата и повышении зарплат соцпедагогам, чтобы они могли больше защищать права детей. Правильно, как думаете? Ну, не только соцпедагогам. Вообще мы... Вот один из великих философов, мыслителей сказал, чтобы разрушить государство, надо сделать так, чтобы образования не было. Чтобы я точно не могу сформулировать, есть один такой, одна такая афоризм такой есть. Чтобы уничтожить наше государство, просто надо ввести какое-то образование, которым мы не должны быть образованы. Образованные люди и в любом становлении государства и в росте нашего государства, в первую очередь мы должны расценивать это именно образование. А чтобы образование и образование качественное. И если мы сделаем качественное образование, то мы получим очень много, потому что у нас кыргызы очень умный народ. Очень умный народ. Наши некоторые ребята, мы писали там, один караконский парень, там в МЕТе, по-моему, он вице-президент, да, там у Билл Гейтса или где-то там. Вот видите, вот такие есть ребята, уникумы. Но это образование. А чтобы улучшить образование, мы в первую очередь должны улучшить условия для преподавателей. Мы должны увеличить им зарплату. Мы увеличиваем зарплату судьям, прокурорам, увеличиваем. Но извините, хорошо, мы судьям увеличили, чтобы мои друзья судьи тоже, чтобы не обиделись. Да, правильно. Но хотя это неправильно. Увеличьте заработную плату преподавателям. Тогда преподаватели будут идти и выполнять свои функции, они будут работать. Вот как мой коллега сказал, соцпедагоги. Это же вообще идеальная тема. Психологи, которые работают, увеличьте им заработную плату. Вот это будет самое основное. И тогда в школы, вот, в педагогические институты, посмотрите, Жемпе, Тарабаева, да там никто учиться не хочет на педагога. Потому что все знают, что заработная плата очень маленькая. И никакого жилья они не получат. Они лучше отучатся на юриста, станут следователями прокуратуры или еще, и где-то на взятках, где-то что-то они там купят себе какое-нибудь преимущество, правильно? А если бы нашим педагогам вот этот же ГИК выдавал, просто ты стал педагогом, вот ты стала, дать им вот такое, духу дать им, да, вот он закончил педагогический, он сразу получает однокомнатную квартиру в ГИКе, к примеру. Заработная плата вот такой. Да он будет дорожить своей работой. Он будет учить. Каждый раз будет учить. И вообще надо уйти от вот этого тестирования, мастирования. Там старый вот этот экзаменационный, это намного лучше. Турал? Вот здесь, я извиняюсь, я немножко тебя просто добил, добавил тебя. Вот здесь Селджук Сенделджудеева суроо берип атат да, кыргызча деги сүйлөбөйсүңөр. Кыргызчасы Салменжан дейт. Салменжан кыргызча кудайшү сүйлөп атабыз. Жантан бери кыргызчасында, орусчасында. Тиги кыргыздар да, орустар да көрүп аткандар баары бизди түшүнсүн деп. Могу жерде сиз суроо берип атасыз. Аялдарга болгон зомбулукту алдын алса болобу деп туруп. Сону жооп берсең. Аялдарга кылган зомбулукту алдын алса болот, сөзсүз түрдө. Биз ошол кантип алса болот, ошол боюнча конкреттүү сунуштарды айтып кеттик. Бул биринчиден кылмыш жаза кодексине ошол профилактика, алдын алуу деген беринен киргизиш керек деп ойлойбуз. Бирок ал беренеси жок деле. Азыркы укук коргоо органдары кызматкерлеринин бирден бир жумушу ошол кылмыштарды алдын алуу, ал көрсөтүлгөн. Бирок мисалы кодекстерде, кылмыш жаза кодексте, кылмыш жаза процессуал кодекстерде тилекке каршы ошол көрсөтүлбөй калган да. Ошондуктан эгерде мыйзам түрүндө ал мыйзам боюнча кирсе, анда сөзсүз түрдө укук коргоо органдары алар милдеттүү болот да, ошо алдын алуу кылгандычы. Мисалы кандай алдын алуу кылат? Эгерде бизде мисалы үй бүлөлүк зомбулук деген берене бар, бузуулар кодексинде. Ал жерде эгерде бирөө кылмыш жазса, аны алып барып туруп
7 күнгө чейин камайт же болбосо коомдук иштерге жазалайт да. Ал мисалы 7 күн камалып чыккандан кийин жарымысы оңолот, жарымысы кайра сен мени каматтың деп жаман көрүп, өчөшүп, аялын кайра салып коет да. Ошондой болбош үчүн алдын алуу, мисалы кылмыш кылган, үй бүлөлүк зомбулук кылмыш кылган кылмышкерлерди, адамдарды, аларды сөзсүз түрдө ошо участковыйлар, ошол тийиштүү мамлекеттик укук коргоо кызматкерлери карап туруш керек да. Барып үйүнөн барып сурап, сиздер мисалы үйдө тынчпы бардыгы, эч кимди сабаган жоксуңбу деп ошол кылмышкерлердин үстүнөн надзор кылып туруш керек да. Ошондо бул алдын алуу болот. Эгерде бир жолу кылмыш кылып, дагы кылмыш кылса, анда сөзсүз түрдө катуу жазага тартыш керек. Бизде байкасаңыз, Канат байке тилекке каршы могул ошол эле Асель Ногойбаеванын иши боюнча дагы, мына могул азыр Айсулуу кызыбыздын иши боюнча, азыр 17 жаштагы кыз чыкты го. Көбүнчө эле кылмыштарды тилекке каршы мурда кылмыш кылган адамдар жасап атат. Ошол Кайра эле бул баягы рецидив болуп атат да. Мурдагы кодекстерде 2017-97 жылкы кодексте рецидив деген бар болчу. Ал жерде рецидив болгондо кайра кылмыш кылып келсең, жазаны күчөтүп берчү туурабы соттор. Азыр тилекке каршы жаңы кодексте ошону алып салган. Азыр баягы гумандуулук кодекс болуп алган болуш керек, рецидивти. Бирок ол тилекке каршы ошо кайра кылмыш кылса, биринчи жолу кылмыш кылгандай эле каралып берет да. Ошондуктан алдын алса болот, алдын алыш керек. Ал мыйзамдуу түрдө дагы ошондой эле кызматкерлердин жумушун күчөтүш керек. Балким даже ошол бир бөлүмдөрдү ачыш керек. Мисалы, жалаң үй бүлөлүк зомбулук менен күрөшө турган туурабы? Ал анткени мисалы жалаң отдел бар, бирок мисалы иштебейт да. На местах аз да, на местах жок да. Мисалы, бир эле тергөөчү тейлейт, алда мисалы жетишпей калышы мүмкүн. Аларды деле түшүнсө болот, мисалы, кызматкерлердичи, аларга деле оор. Балким штатты көбөйтсө дагы мындай да штатты өткөндө мурда деген илгери союз кезинде, анан кийин эметкенде институт дознания деген бар болчу биринчи. Анан кийин участковыйлердин өзлөрүнүн эмеси бар болчу, полномочиялары бар болчу. Мондай мелкий хулиганство, административный правонарушенияларды участковыйлар өзлөрү чечип койчу. Орган дознания өзлөрү чечип койчу. Эти кылмышты көрсө, ошол кылмышты тергөөгө өткөрүшү койчу. Бүгүн болсо ар бир правонарушение боло, кайсы боло бүт баарын тергөөчүлөргө жүктөп салды. Анан тергөөчүлөр булар убактысы жок, ошон үчүн көп иштер калып кетип атат да. Ошон үчүн мындай нерселерди, ушу мен ошо жана айтып кеткен законопроекттерде бар болчу, что орган дознанияны кириш керек, ошону криминальный полиция менен тыкыста иштеп туруп, а уже тергөө чоң эмелер менен, ошондо качество следствия болот да. Ошон үчүн мындай кыздын эмелери сен айтып кеткендей, действительно ошондой эле кылмыштар жасаган адамдар көп болду да. Ошондой эле кылмыш менен эле олтурган жигит ошол бул чоң кызды, 17 жаштагы кичинекей бар кызды эмес. Суроо сизге окшойт. В моей советской школе на классный час раз в месяц приходил сотрудник милиции, Советтер союзундачы. И нам 14-летним рассказывали об ответственности наступает 14. Ну, это по уголовному Маргарита кодексу, Антонова, я с вами 100% согласен. Я проучился не в одной школе, я проучился здесь, в Бишкеке, в школе я учился в школе в Чолпоноте, я учился в школе в Григорьевке. И во всех школах, где я учился, это в Советском Союзе, это 83-84 года, то вы правы, к нам обязательно приходил раз в месяц, обязательно приходил участковый, приходил, они заходили с заучем вдвоем и говорили, что так нельзя делать, что завтра ответственность может быть такая. Мы тогда, молодые мальчишки, не понимали, но мы потом начинали осознавать, что если, не дай бог, что-то мы сделаем неправильно, то завтра за это будем нести ответственность. Очень часто они рассказывали о детских колониях, которых были, нам даже показывали фильмы с этих детских колоний. Об этом вот сейчас как раз и рассказал мой коллега, он полностью эту часть рассказал. Поэтому здесь вот в Уголовном кодексе, который мы пошли на гуманизацию, которая началась с 2017 года, мы гуманизировали тяжкие статьи, облегчили реальные статьи, которые нельзя было облегчивать.
зря было убран рецидив преступления, потому что человек, который, там, статья 16 была, статьи Уголовного кодекса до 1997 года, который работал, там была статья 16 Уголовного процессуального кодекса, где был рецидив преступления. Поэтому рецидив преступления, человек, совершивший аналогичное преступление, ему срок ужесточался. И тогда они, чтобы уйти от этого, они боялись этого. И это было как упреждающий маневр. Но в связи с тем, что многие из нас повелись на многие грантовые деньги, на либерализацию, на облегчение, на то-то, то-то, мы, те же, которые многие сейчас кричат о том, что надо ужесточить, в свое время они говорили, что надо либерализировать, надо облегчить эти нормы, надо убрать рецидив преступления. Вот такие были предложения, потому что тогда на грантовые деньги это все происходило. Сейчас вот сегодняшний случай говорит о том, что те же люди, которые вчера кричали о том, что облегчить наказание, то эти же люди сейчас, наоборот, говорят об ужесточении наказания. Поэтому надо данный уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, надо немножко, опять, как и в свое время, как Конституцию, да, конституционное сообщество, надо обязательно опять пройтись по многим преступлениям, которые в данном случае, такие преступления надо действительно ужесточить в части наказания, но ужесточить с доказательством полной вины, с полным составом преступления. Даже в этих кодексах 2017 года убрали понятие состава преступления. Мы сейчас просто это неправильная вещь. Поэтому в этой части надо ужесточить, в этой части. Тогда у нас немножко ответственность появится. Потом все-таки еще раз хотелось бы сказать, добавить, социальные службы должны работать, акимиаты должны работать. Мы просто сейчас получаем назначение на должности, самое главное одеть галстук, в костюме, быть возле или подле какого-нибудь тела. И ради этого мы там бежим. Здесь не надо бежать, в этом надо просто создать работу и заставить, чтобы эти законы работали. Если наши законы, которые есть, они есть законы, какой закон, плохой закон, хороший закон, но это закон. Мы должны подчиняться этим законам, и эти законы многие надо ужесточить. Некоторые законы чересчур ужесточенные. Поэтому вот это надо очень большой пересмотр сделать. Если мы эти законы не пересмотрим, у нас это так будет и продолжаться. Это опасность. И самое основное, это всегда работать на упреждение преступления. Не заниматься тушением пожара, а надо заниматься, чтобы пожара не было. А мы начинаем сейчас заниматься уже после того, как пожар произошел, мы начинаем заниматься тушением пожара. Не надо. Надо заниматься. Для этого государство создает целые институты социальных работников. Вот это и есть сама сущность работы социальных работников. Они должны, государство создает им условия, дает им машины, дает им это. Занимайтесь социальным, изучайте психологию, изучайте прогнозирование, изучайте социологию. Смотрите и совместно с МВД, вместе с институтом участковых работайте вместе. Тогда мы можем хоть как-то многие преступления упредить и не дать ему совершиться. Что, еще есть вопросы? Если вопросов нету, суроолор жок болсо, ошону менен токтотолу. Көптөн бери түз эфирге чыккан жокпуз. Баарыңарга чоң рахмат. Ушундай эфирлерди биз аракеттенип турабыз. Ошон үчүн ушул эфирлерди көмөчүңөр жазып турсаңар, биз эфирлерге чыгып турабыз. Эмки эфирде дагы бир суроолор болуп калса, Жанат экөөбүз тиякта кимде бар, Замир Жоошев да бар, Жанат бар, мына бүгүнкү күнү Шердор Абдыкапаров бар. Ушул жигиттер бүгүнкү күнү Кыргызстанда уже белгилүү юристтер, адвокаттар болуп атат. Мен уже кардым булардын жанында, поэтому силерге ийгилик.
Сага да рахмат, ушинтип туруп бул бүгүнкү күнү ушул абдан кайгылуу окуяны карап, өзүбүз мындай эмелердин баарын өзүбүздүн акыл насаатыбызды, юридикалык билимибизди, өзүбүздүн тажрыйбабызды элге айтып берип, кандай эмелерди. Ошон үчүн кандай зомбулук болсо да биринчи очередь аялыңбы, күйөөңбү барып туруп заявление жазгыла. Заявление жазгыла, ошону менен бир какой-то натиже чыгат. Милиция тарабына министрге айтып кетип элем, улан иним сага да ошо сен өзүң ошо подразделенияларыңдын баарын чакырып, сен ошо подразделение бүт мыйзамдарды жазылуу, ошол мыйзамдарды көтөрүп туруп, ошол бүт өзүң подразделенияларың баардыгын ошо социальный блокты караган, инспекция по делам несовершеннолетнихти караган, ошолордун баарын бир сыйра барып туруп андай эме өткөзүп койсоң абдан туура болмок. Элге да бул жакмак, бул абдан чоң жакшы нерсе болмок. Акимдерге айтат элем, акимдер силерден аким болуп эле костюм галстук кийбестен силердин кол астыңарда дагы монда социальный блокторуңар бар. Силердин социальный блокторуңар, силердин инспекцияларыңар бар. Ошо силердин инспекциялар, социальный блокторуңар, силер аларда иштеш керек. Аларда иштеп туруп өзүңөр ошону көзөмөлгө карашыңар керек. Анткени силерден ушу алдын алуу силерден кетет да. Андан тышкары анан кийин биздин өзүбүздүн кыргыз жарандарыбызга да кайрылып кетип элем. Бизде кыргызчылык деген абдан көп нерсе. Эртеңки күнү бир туура эмес мыйзамсыз иш кылып койсо, анан кыргызча эле бүтүрүп коебуз деген көп ушундай преступленияларды, кылмыштарды өзүбүз жаап коебуз. Анан ошол жабылган кылмыш боюнча жаш бала бул жабылып калды деп туруп эртең мындай ответственность жок болот. Анан ошонун негизинде барып туруп кайра кийинки кылмышка барып атканы бул дагы абдан. Андан тышкары жогорку соттун төрагасына Медерге кайрылат элем. Медер ушу силер деген обобщение катуураак өтсөңөр жакшы болот эле. Обобщение судебный практикага жакшы болот эле. Анткени азыр бул бизде уголовный кодекста, уголовно процессуальный кодексте өтө көп нестыковкалар болуп атат. Ошол көп нестыковкаларды только пленумду, потому что конституцияда пленумдун постановлениеси бул обязательно к исполнению. Ошонун баардыгын силер толугу менен эметип туруп, ар бир постатейно правоприменительный практика кылып туруп, единообразияны чыгарышыңар керек. Антпесеңер, мына бүгүнкү башаламан кандай болуп атат, ошондой болот. Төргөчү өзүнчө эмени беренени айтат, прокурор өзүнчө трактовать этет, сот болсо өзүнчө. Ошон үчүн ошондой башаламандык болбош үчүн силер дагы кичине мындай жөн эле мен сотмун деп эле олтура бербей, мен деген зарплатаңарды деле көбөйтө бербей эле мындай кичине ишти кылып койсоңор жакшы болот эле да. Бул силерден сураныч. Надзорный органдарга, генеральный прокуратурага да айтып кете турган нерсе, генеральный прокуратура силердин түпкү максатыңар силер деген правильность применения законодательства. Ушу мыйзамдарды туура пайдалана алуу деген бул силердин түпкү максатыңар. Ошол түпкү максатыңар болгондон кийин ошону силер да бир сыйра карап, өзүңөр да мындай бир уголовный кодексте же кандай болсо уялбастыктан ошо жазып, же адвокат өзүңөр түшүнбөсөңөр адвокаттарды чакырыла. Адвокатурада жалгыз эле мындай жаш балдар биздей адвокаттар эмес, тажрыйбалуу, зам генеральный болгон адвокаттар бар. Ошолордун төргөчү болуп всю жизнь иштегендер бар. Ошолор менен ошо көп уголовный кодекстен, уголовно процессуальный кодекстен көп эмелерин исправление кылып, пленумга чыгарып, силер предложение менен генеральный прокуратура чыгарганга силердин толук мүмкүнчүлүгүңөр да бар, укугуңар да бар. Жогорку сотко да киргизгенге представление, жогорку кеңешке да киргизгенге представление, силердин толук укугуңар бар. Ошон үчүн силерден сураныч, силерди ушу бир сыйра карап койсоңор. Ушундай биздин жаш чырактай болгон кыздарыбыз, балдарыбыз кетип атса, бул өтө өкүнүчтүү. Бүгүнкү сөзү президент Садыр Нуркожоевич ушуну
өзүнүн контролуна алган соң, мен ойлойм ушу правовой отдел дагы туура чечим чыгарат. Правовой отделдин негизинде ушу указанияларды баарын эмете алып туруп, ушунун баарын детально кирет. Кудайым кырсыктардан тышкары кылсын, балдарыбыз аман болсун, баарыбыз жакшылыкта бололу. Эмки көрүшкөнчө жашаңыздар. Попрощайся.